Большое спасибо. Уважаемый Сердар Гурбангулы Гулыевич, уважаемые дамы и господа, друзья, Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основы мира и развития», приуроченный к 300-летию со дня рождения мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги, сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом, основоположником туркменской поэзии и литературы. А произведения Махмуд Кули, его богатейшее творческое наследие по праву входят в золотой фонд мировой культуры. Махмуд Кули был одним из первых, кто раскрыл красоту туркменского языка во всей его полноте и разнообразии. У него был уникальный поэтический стиль, выражать мысли кратко, но при этом емко и афористично. Многие его изречения, что называется, ушли в народ, стали крылатыми фразами, пословицами, поговорками. Книги Махмуд Кули не только читали, их хранили дома в качестве священной реликвии. На что хотел бы обратить внимание, особое внимание. В годы Второй мировой войны, как говорили в Советском Союзе и как называли эту войну, в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт туркменским бойцам их родные цитировали стихи поэта, старались ободрить воинов, вселить в них смелость и отвагу. Процитируя одну из этих фраз: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон». Сочинения Махмуд Кули были переведены на русский язык. Достоверно известно, что сам поэт довольно долго жил недалеко от Астрахани, в селе Фунтово, где с конца XVII века и поныне компактно проживает туркменская диаспора. В 2019 году там появилась школа имени Махмуд Кули, построена по инициативе Гурбангулы Меликулиевича Бердымухамедова. В самой же Астрахани установлен памятник Махмуд Кули, а в сентябре в Москве в торжественной обстановке был открыт бюст этого выдающегося поэта. Далеко опередивший свою эпоху, Махмуд Кули никогда не останавливался в творческом и духовном поиске и всегда стремился к познанию и истине. Силой своего гения он сумел предвосхитить будущее своего края и народа. Своим творчеством Махмуд Кули неизменно взывал к чистоте, справедливости и равенству. Не только в отношениях между людьми, но и между целыми государствами, между нациями. Выступал за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства. И прозорливо старался донести эти свои мысли до последующих поколений, призывая к согласию и ответственности, толерантности и пониманию, уважению и солидарности. Все это и сегодня близко и понятно здравомыслящим людям. И особенно актуально и востребовано в нынешней непростой обстановке, когда мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, порождаемыми цивилизационными разломами, межнациональными и межконфессиональными конфликтами, когда международные отношения вступили в эпоху глобальных коренных изменений, когда формируется новый миропорядок, отражающий многообразие всей планеты. И этот естественный процесс носит необратимый характер. Появляются новые мощные центры экономического роста, финансового и политического влияния, прежде всего здесь, на глобальном Востоке, на глобальном Юге в целом. Эти новые центры стремятся сохранить и укрепить суверенитет и социокультурную идентичность, ищут пути гармоничного развития в соответствии со своими традициями и с опорой на национальные интересы. Государство мирового большинства, частью которого является и Россия, и все представленные на форуме страны выступают в духе философских подходов Махмуд Кули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни.
убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнений каждого народа, при уважении права каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления. Подчеркну, Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию о параметрах взаимодействия в формирующемся многополярном мире. Открыты для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями, партнерами и единомышленниками, в том числе в рамках СНГ, Евразес, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. И именно в таком ключе готовимся к проведению 22-24 октября в Казани саммитов БРИКС и Outreach БРИКС+. И мы, конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме. В заключение, пользуясь случаем, хотел бы особо поблагодарить нынешнее руководство Туркменистана, ее президента, а также национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулиевича Бердымухамедова за то, что они, следуя заветам Махмуд-Кули, вносят значительный вклад в сохранение мира и стабильности в нашем общем регионе, в расширение многопланового сотрудничества и партнерства. Благодарю вас за внимание.